Глава Башкортостана Ради Хабиров в рабочей поездке по Благовещенску. Там, на территории опережающего социально-экономического развития, готовы к открытию новые предприятия «Квадро». На производстве будут выпускать промышленные изоляционные маты. Этот инвестпроект главе региона представили в ноябре 2019 года. Объем инвестиций – 1 миллиард рублей. И вот результат. Продукция, нужная для строительных компаний, предприятий, топливно-энергетического и нефтехимического комплекса системы ЖКХ, готова к выпуску. Мы хотим пригласить вас на торжественное открытие нашего предприятия. В ноябре 2019 года, если помните, на инвест-часе вы одобрили нашу концепцию. Я должен честно признаться, что без вашей поддержки, скорее всего, мы бы не приступили к реализации этого проекта, потому что у нас были проблемы как с электроэнергией, как с смежными коммуникациями. То есть, но эти все вопросы очень хорошо решились. И сегодня это наш объект, полностью фотографии, технологическая линия, где я бы хотел рассказать о том, как будет выстроен производственный процесс. Значит, посредством фронтального погрузчика сырье мы загружаем в приемный бункер. А сырье что? Сырье является камни базальтовых пород. Это на первом этапе, на этапе запуска сегодня мы применяем фракции 15-20 мм. Это полностью камень, базальт, который переплавляется в лаву. Эта лава на центрифуге образует волокно. И это волокно после этого формируется уже в действующий ковер. А этот камень где берете? Этот камень мы берем на карьерах Южного Урала, в том числе и Аргаяшские, башкирские месторождения, но частично и Челябинская область. И проблема эта заключается в том, что железнодорожные вагоны отгрузку не все могут обеспечить, то есть мы потребляем больше, поэтому вынуждены какую-то часть замещать. Сырье загруженное поступает, значит, в мельницу, где доводится до требуемой фракции. После требуемой фракции, значит, мы переходим к следующей стадии, это сушка сырья. Сырье должно быть просушено и подготовлено, потому что применяем в электропечи, электропечь, то есть это плавка осуществляется по методам электрической дуги. После этого загружаем в суточные хранилища. Значит, здесь у нас хранится суточный запас подготовленного сырья. После этого сырье транспортируется посредством элеватора посредством элеватора в суточные силоса. Силоса по 4 часа, в смысле, которые работают, то есть которые рассчитаны на полномерную загрузку. Их 6 штук подряд, они расположены полностью по периметру печи, чтобы равномерную загрузку обеспечить в каждую точку. Дальше это сердце нашего предприятия, это электрическая печь. Значит, мощность ее составляет 4 мегаватта по электрической энергии. По выплавке она может выдавать до 4,5 тонн в час. При обработке, то есть мы имеем выпуск где-то 70-80%, 2,8 тонны в час готовой продукции мы планируем получать. После этого идет выпуск расплава на центрифугу. Значит, здесь вы можете видеть свечение, вот это струя нашего расплава. Она натекает на центрифугу и попадает в камеру волокноосаждения, формующую камеру. За счет воздушного потока, то есть и пропиткой связующего волокно охлаждается и оседает на конвейер, мы получаем вот эту шерсть, которая с него выходит. Следующий этап – наклонный конвейер. Дальше, значит, у нас обрезаются края ковра. Вот на этой машине мы можем это видеть. Формируется четкий край боковой. Следующая машина – подпрессовщик по высоте. Прошивная машина, она находится здесь. То есть сейчас ее запустим. Она, получается, прострачивает строчку в этом ковре для того, чтобы его дополнительно скрепить. Значит, после этого у нас линия распиловки по длине. То есть мы можем производить продукцию, всю ГОСТовскую продукцию от 75 килограмм, даже от 50 МП-50, первый мат, за который мы получили сертификацию, прошли соответствие, до 225 килограмм. Толщина варьируется от 30 миллиметров до 200 миллиметров, поэтому все нужды, любые чаяния, то есть потребители можем обеспечить. Также у нас предусмотрена, то есть возможность прошивки проволокой. Вот прошивка, да? Да, эта прошивка можно прошивать двумя методами. Значит, мы можем прошивать просто ковер, как это сейчас, можем добавлять проволоку для усиления. Значит, можем также дополнительно прошивать крафтовой бумагой, полиэтиленом, любая версия, фольгоизированной, то есть частью. То есть любые потребности можем обеспечить. Значит, и итоговая линия, то есть у нас это еще после прошивной машины, это линия рулонирования и термоусадки, упаковки в термоусадочную пленку. Сейчас, значит, также у нас дальнейшее рассматривается, это автоматизировать и роботизировать систему укладки на поддоны, пока мы это, то есть поначалу делаем вручную в связи
с ковидом были ограничения и обременения с поставщиками роботизированной техники, но сейчас мы уже выходим на контракт, то есть и я думаю, что в ближайшие полгода, то есть мы осуществим эту модернизацию, то есть полностью автоматизируем этот процесс. Сейчас я предлагаю пройти по линии. А линия импортная, да? Линии импортные, они являются основоположниками, занимаются с 50-х годов. В принципе, то есть технология у них отработана. Они нам поставили, получается, печь, линию. Часть оборудования, где-то порядка 30-40% мы покупали в России. Это вытяжной канал, который отсасывает воздух, укладывает на перфорированные ламели наше волокно, через фильтр, то есть уходит в дымовую трубу. Значит, мы видим свечение расплава, это лава, которая стекает вниз. То, что образовалось волокно, оно формируется, то, что образовалось корольком, конвейером удаляется в сторону, и после этого обратно возвращается в производственный процесс вкладку. В России много таких вот линий? В России такого уровня линий на сегодняшний день нет. Есть, значит, у нас есть основное производство, это Агидель, которая марка одна и та же Басул. Производят маты, и там возможно включение в линию вместо матов производства, то есть волокна. Но это очень большой переход с очень высокой трудоемкостью, с очень большим обслуживающим персоналом, и поэтому зачастую, то есть люди отказываются, потому что выгоднее производить плиту. И вот эта ниша сегодня оказалась как довольно свободной. Вы какую долю примерно рынка занимаете? По теплоизоляции базальтовой, плитной, да, мы занимаем долю рынка порядка 6-8% в Российской Федерации. По данному виду продукции я планирую, что примерно такой же показатель будет, не меньше. То есть часть этой продукции сегодня импортируется из Белоруссии, точно импортируется, значит, из Литвы. Остальная часть производится здесь, либо ищутся аналоги, заменители какие-то, ну, менее, то есть, требовательные, более пожароопасной продукции. То есть вот именно базальтовое волокно, в чем его плюс, оно не оседает. Вот это волокно, оно произведено без какого-либо связующего, это исключительно волокно, оно абсолютно экологически чистое. Мы можем применять его, первое, это в строительстве, то есть закладывать именно на внутреннюю отделку, внутри полов, лак, крыши, перекрытие делать. То есть оно абсолютно держит форму и отвечает всем тем же свойствам. А второе, самое главное, да, это потребление топливо-энергетического комплекса теплоцентралей. Потому что следующие этапы есть судостроение атомной промышленности, туда надо дополнительную сертификацию, мы сейчас в своей продукции пройдем. Что дает в теплоэнергетическом комплексе, в нефтехимии, каждый мегаватт, то есть энергии, который должен быть затрачен на крекинг, пиролиз, еще прочие процессы, он произойдет именно в заданной точке. В комплексе, то есть это дает такой эффект, что продукция будет выходить, наши полимеры, более чистые, более высокого качества, потому что в каждой нужной ступени пройдет с нужной температурой заданной, то есть не будет никаких потерь. Мы можем более четко регулировать процесс. На самом деле, очень большое потребление, тот же ПЛФ, та же нефтехимия, Башнефть, Газпром, нефтехим, Салават, они потребляют, единственное, потребляют зачастую вместе с работой берут. То есть они берут сразу работу на изоляцию. Да. При этом на сегодняшний день я абсолютно искренне это говорю, потому что покупал образцы конкурентов возможных, да, и пытался их оценить, то есть посмотреть, в чем лучше, хуже, преимущество оценить. Вот продукция вот на порядок выше по свойствам своим потребительским. То есть она абсолютно более ровнее, более плотная в ковре, более под микроскопом смотрели правильную структуру волокна, то есть нет провалов по плотности, поэтому надевая на трубу... А у нас в республике есть такие производства? В республике таких производств нет. То есть вот ваш Еврокуб, то, что делает, вот это тоже вы можете для... Ваш Еврокуб мы поставляли, на самом деле, ковидные госпитали, все построены с применением нашей теплоизоляции. Это немножко другая, она со связующим, с пропиткой внутри. Она в форме плит формируется, напиливается и укладывается в панель. Здесь область применения немножко другая, это обход сложных геометрических фигур, резервуаров, колонн. То есть многие вязкие нефтепродукты, которые используются только при определенной температуре, можно прокачать температуру не меньше 12 или 15 градусов. Идет параспутник, труба обязательно теплоизолируется. Выработанное тепло, которое должно в дом прийти, труба обязательно теплоизолируется, то есть для того, чтобы тепло в должной точке получить. Фарич, это торжественная линейка, посвященная пуску нашего предприятия. Вот, я Давайте. предлагаю, чтобы мы ее прошли. Доброе утро, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии открытия предприятия по производству эффективной и экологичной тепло- и звукоизоляции из каменной ваты технического назначения, прошивных теплоизоляционных матов.
Слово имеет глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Добрый день, дорогие друзья. Очень хорошая, на мой взгляд, традиция. Вот только-только мы вышли с каникул и открываем новое хорошее предприятие в Благовещенске. Действительно, вот мы сейчас с руководством предприятия вспоминали, где-то, получается, 2 года назад к нам пришли с предложением, это ноябрь 2019 года, с предложением такого инвестпроекта. Мы его поддержали, конечно, было очень много сложностей, и мы вместе прошли этот путь. И сегодня это хорошее, современное предприятие, это порядка 100 рабочих мест. Это усиление, конечно, экономической мощи города Благовещенска, который очень активно развивается и является одним из успешных примеров территории опережающего социально-экономического развития. Поэтому сегодня действительно с большой радостью, с хорошим настроением мы сегодня находимся здесь. Я хотел вас, работников всех предприятий, поздравить, руководство, сказать особые слова благодарности, конечно, главе города Олегу Евгеньевичу, потому что его усилиями это предприятие все-таки становится на ноги. Поэтому всех поздравляю, добрый путь, и я верю и надеюсь, что в нашей республике вот каждый год, каждый месяц мы будем открывать вот такие замечательные предприятия. Мы для этого работаем. Спасибо. Спасибо, Радий Фаритович. Слово для приветствия предоставляется генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Квадро» Вадиму Евгеньевичу Лешкову. Дорогие гости, коллеги, друзья, я рад приветствовать вас на территории нашего предприятия. Мы за 2 года сделали многое при условии ковидных ограничений. Мы справились с поставленными задачами, практически не нарушив сроков и данных себе республики, акционерам слова и обещаний. С чем я вас и поздравляю. Я надеюсь, что предприятие быстро войдет в производственные традиции Республики Башкортостан, учитывая, что республика обладает очень мощным и эффективным нефтехимическим комплексом, а для нас они являются основными потребителями. Мы должны обеспечить качественное производство, своевременную поставку и ведение всех процессов с нужными заданными температурами. Каждый мегаватт произведенной энергии тепловой должен быть доставлен в каждую нужную точку. Это позволит нам получить более высококачественные виды продукции не только на нашем предприятии, но и на предприятиях-потребителях нашей теплоизоляции. От нас зависит не только судьба нашего предприятия, от нас зависит судьба смежных областей. Поэтому в добрый путь, удачи, всего хорошего. Спасибо, Вадим Евгеньевич. А сейчас мы приглашаем главу Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова и генерального директора завода «Квадро» Вадима Евгеньевича Лешкова для торжественного открытия предприятия. Нажать символическую кнопку для запуска нового производства завода «Квадро». Вот сейчас отсюда. Да, вот они, рулон проходит в термоусадочную машину, фены тепловые, они запаивают края для того, чтобы удобно транспортировать было. Тюк подбирается с Сколько рулон условиями, весит? они подбираются, будет длина зависеть от этого, то есть ключевая задача не больше 23 килограмм, чтобы один человек мог поднимать, спокойно работать. То есть здесь все упаковки обычно подбираются по тому, чтобы человек мог с этим работать. Радий Фаритович, просим вас вручить награды сотрудникам завода «Квадро», непосредственно занятым на производстве. Почетные грамоты Республики Башкортостан награждается Житкова Светлана Фаритовна, начальник отдела обеспечения строительства и технического контроля завода «Квадро». Благодарность главе Республики Башкортостан вручается Касаткину Владиславу Александровичу, начальнику отдела снабжения и комплектации оборудования завода «Квадро».
Светлане Михайловне, менеджеру по комплектации оборудования завода «Квадра». Черненко Владимиру Владимировичу, начальнику цеха по производству теплоизоляционных материалов. Спасибо большое. Наша церемония объявляется закрытой. Спасибо. Желаем удачи и успеха новому производству. Спасибо. 100 человек здесь, да, вот предприятие? 112 только на это предприятие. Но у нас смежные есть цеха, которые мы не попали, да, это цех железнодорожной приемки сырья. Поздравляю еще раз. А вот это, да? Это не стекловато, вот это... Это вот как раз базальтовое волокно, оно отличается тем, что оно гораздо более температуростойкое, до 900 градусов держит. И оно имеет высокий модуль упругости, то есть оно не сваливается в процессе эксплуатации. А за счет... Стекловато остается, потом чашет. Потом еще. Настройки А это нет, это ничего. И сюда, то есть, кроме вот базальтовой вот этой руды, ничего не добавляете, да? Но, в принципе, возможно, какие-то присадки или что-то там, если там заказчик скажет, да? Или нет этого? Бывает, что подшихтовывают материал, если бывает базальт с высоким модулем кислотности и упругости, то есть очень такое волокно становится тяжело гнущееся, тогда добавляют материал, который, чтобы сделать его гибкость более высокой. Но у нас сегодня очень хороший камень, который как бы полностью позволяет нам выпускать в заданных параметрах в одном. А вот в итоговом виде, как выглядит продукция, то, что вы потрогали, это не кондиционный мат, его просто убрали, как бы, да, то есть он не выехал. А вот физически это вот упаковка, да, с которой мы работаем, она весит 23 килограмма. Потом... А у вас То есть мы, приезжая на производство, изолировщик отмеряет, если ему надо трубу 200 закрыть, он уже знает диаметр, он разворачивает мат, отрезает нужную полоску и работает там с весом 2-3 килограмма, то есть уже этот участок вносит на трубу, завязывают его и окажучивают сверху, то есть и все, труба заданной поверхности, люди не обжигаются, тепло не теряется, то есть как бы все работает в заданных пределах. А вы толщину разную можете делать, да? От 30 миллиметров до 200. То есть тонкие такие, ну, Да. Это методом расчета определяется, то есть какую теплоизоляцию применить, зависит от температуры поверхности. То есть если, допустим, мы с целью не обжигались люди, температуру, да, делаем, тогда мы должны слой рассчитать от поверхности трубы, условно, 800 градусов, и чтобы на поверхности было, соответственно, по СНИПу не больше 45. Радик Федорович, добрый день. Еще одно производство открыли в Башкортостане. Еще одно событие, еще один шаг вперед. Мы Новый год вот так решили начать, что с добрыми надеждами, с уверенностью определенной, и что мы все-таки будем создавать реальные блага, реальные предприятия, где работают люди, где платится хорошая зарплата. Вот наша задача. И вот сегодня в Благовещенске такое предприятие мы А открыли. здесь особая экономическая зона? Нет, здесь территория опережающая социально-экономическая, так называемая ТАСЭР. Здесь тоже определенные преференции экономические, налоговые для предприятий, которые здесь хотят. Это, собственно, это статус для того, чтобы развивать подобного рода предприятия. Поэтому вот так мы. Спасибо. То есть все, сюда пойдем.